Добрый вечер. Вось павітаўся з вами і нібыта пачуў, як вы мне адказалі, гэтак па-беларуску. Для каго добры, для каго не надта. Я разумею, ведаю, чаму некаторыя з вас так адказалі, бо такое жыццё. Я зараз штодня амаль што ў дарозе, вось толькі што сёння вярнуўся з Віцебшчыны. З Магілёўшчыны прыязджаю у старажытны Полацк, гатэль. Пытаюся, прыватызаваны, так, угадайце, Владимир Прокопович, хто купіў з 3 раз. Ну, я угадаў з аднаго, кажу, сын мэра. Не угадаў я толькі тое, што не угадаў Штірліц некалі ў вядомым фільме, аказалася не сын, а дачка. Прыязджалі ў Бабруйск. Кажуць, у нас тут, конечно, ёсць праблемы, але мэр у нас малады, 33 гады. Угадайце, чый сваяк. З 3 разоў. Ну, тут ужо з 3 разоў давялося гадаць, бо не такое блізкае сваяцтва, аказалася кум аднаго сыноў прэзідэнта. Вось такое жыццё. І ўсё-такі вечар гэты добры, таму што вы, дакладней, можаце пачуць у гэты вечар выступ незалежнага кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, кандыдата дэмакратычнага. Пасля ўжо, на заўтра і надалей, пачнецца сольны канцэрт аднаго толькі кандыдата. Справа ў тым, што дэмакратыю, відаць, ён вырашыў ужо сканчаць, якую праводзіў толькі таму, што вельмі патрэбныя грошы. Мы, кандыдаты ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь ад дэмакратыі, Владимир Някляеў, Саннікаў і іншыя патрабуем стварыць роўныя ўмовы для ўсіх кандыдатаў да самага дня галасавання. Не можа быць так, каб дзейны прэзідэнт меў перавагі толькі праз тое, што ён дзейны прэзідэнт. Як для кандыдатаў прэзідэнты, гэтых пераваг у яго быць не можа. Павінны быць роўныя ўмовы, павінны быць аднолькавы час, аднолькавы тэлеэфір, і аднолькавы радыёэфір, і аднолькавая плошча ў газетах. Інакш гэтыя выбары ад пачатку можна лічыць несвабоднымі і несправядлівымі, што прывядзе да непрызнання гэтых выбараў, а гэта, у сваю чаргу, створыць вельмі суровыя перашкоды на шляху краіны да лепшай будучыні. Я звяртаюся не толькі да Цэнтральнай выбарчай камісіі, я звяртаюся да ўсіх уладных структураў, да тых людзей, якія ў іх працуюць. Вы ўзважце вашу адказнасць за тое, што вы робіце. Не махлюйце, правядзіце свабодныя, справядлівыя выбары. І тады вы зробіце так, каб беларусы насамрэч жылі лепш. Я патрабую роўных умоў яшчэ па той прычыне, што я маю роўныя шансы стаць кандыдатам, стаць прэзідэнтам, выбачайце, Рэспублікі Беларусь нароўні з кандыдатам у прэзідэнты Александром Лукашэнкам. У яго недзе трохі больш за 30%, у мяне 20%, але перамага ў 10-15% не дае яму магчымасці перамагчы ў першым туры, таму будзе другі тур. І ўжо ў другім туры зусім магчыма пераможа Владимир Някляеў. Чаму? Я не ведаю, як вы, а я читал программу кандидата в президента Лукашенко, внимательно читал, и должен сказать, что совсем даже неплохая программа. Словно бы созданная из фрагментов всех программ, всех демократических кандидатов в президенты. Только есть одно «но». Но такое, что сводит всю эту программу на нет. Человек, обнародовавший эту программу, не способен, не может ее выполнить, потому что старая собака не научится новым трюкам. Потому что для всех экономических преобразований, заложенных в этой программе, необходимы как первооснова, как необходимое первое условие реформы политические. Причем такие, которые отменяют диктатуру, а значит, лишают Лукашенко власти. А теперь скажите, способен он ради экономических преобразований поступиться властью, хотя бы ее частью? Вот то-то и оно-то. Он и его программа просто несовместимы. Предлагаемую им программу
может выполнить только демократический кандидат, который сейчас, кстати, стоит перед вами, и для которого как будто эта программа написана. Впрочем, у меня есть и своя программа. И первым пунктом в ней стоят именно политические реформы, как необходимое условие для развития экономики, для решения социальных проблем. Для этого нужно поделиться властью, разграничить ветви ее на исполнительную, законодательную и судебную. Это просто необходимо. Многие говорят, привыкнув жить в бесправии, что это, мол, не наше дело, это ваши политические дела. Нам это и не нужно. Еще как нужно. Всем и каждому это именно и нужно. Потому что вы сами знаете, что никакой справедливости, скажем, в том же суде вы сегодня нигде не найдете. Над каждым законом стоит свой начальник. И что начальник скажет, то и будет. Так вот, для этого нужно провести реформу. Чтобы избирались не только руководители районов, городов, но и судьи. Чтобы вы избирали самых честных, самых совестливых, тех, кого знаете, кому доверяете. И тогда они будут ответственными перед вами. И будут от вас зависеть, а не от приказов начальства. Политическая реформа – кнопка для включения механизма экономических преобразований. Возьмем приватизацию. Сегодня все отдают тем, кто близок к власти. А ведь приватизация – это передача собственности из неэффективного управления в эффективное. В этом смысл приватизации. А то он половину Белтрансгаза продали, деньги проели. Ну и что? Нужно создавать условия для развития, полностью отпустить на свободу средний и малый бизнес. Именно он включает в экономику наиболее активных людей. И он является двигателем экономики любой из стран, которая прошла этот путь из социализма к лучшей жизни раньше нас. Таким путем они прошли. И таким путем, скажем, Польша дошла до среднеевропейской зарплаты и пенсии 700 евро. А что у нас? Вот президент говорит, что он такой бессребренник, у него даже у бедного и жить-то негде. А на самом деле президент стоит нашей стране, нашему народу 400 миллионов долларов в год. 400 миллионов долларов в год. Я подсчитал, за эти деньги можно построить 181 детский сад. Для 208 тысяч пенсионеров это годовая пенсия. Это 3 годовых бюджета такого района, как Ашмянский. А президент к выборам, чтобы вас подкупить, приказал поднять зарплату до 500 долларов. Я не знаю, может кто-то из вас ее получил, но большинство нет. А я знаю вот что. На многих предприятиях, где нет средств для того, чтобы платить такие зарплаты, придумали что? Просто человека со ставки перевели на полставки. И он, как получал 250 долларов, так эти 250 долларов ему и остались. Но ставка стала 500. И на бумаге зарплата у наших людей выросла вдвое. Вот так у нас все и растет на бумаге. Все наши сказочные успехи именно такого свойства. Сказочные, мифические, бумажные. Самый устойливый миф – это Лукашенко моцный добрый гаспадар. Калі гэта так, калі добрый гаспадар, чаму ж ён тады по-руску кажучы в долгах, как в шелках, 25 миллиардов долларов должна Беларусь сегодня во все боки.